Активизируем, наше рабочее место. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня пятница, 3 июля 2026 года. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров. В общем, какая-то идиотская ситуация. Обновились, настройки АБС. И пытался я, как-то подключить звук. Видимо, надо полностью перенастраивать систему. В общем, готовился. Все настроил, все эти файльчики подобрал, где там Сарафанов говорит, высказывается по поводу своего проекта, который в конечном итоге приняли, на заседании 9-й сессии съезда народных депутатов. Ну, в общем, ладно, придется отдельно, наверное, видео даже записать, а может быть даже и лучше я приглашу в гости по зуму или по-другому, по дискорду, может быть, Андрей Григорьев меня научит, как под дискорду людей подключать и пускать в эфир. Ну вот что-то со звуком, то есть подцепились, видимо, службы соответствующие, компьютеры взломали, и, видать, какое-то, я не знаю, но я не пользовался на этом компьютере никакими там, звонками и так далее, но что-то перехватывает сигнал. И, в общем, похоже, придется, откатывать систему. Вполне возможно, что какой-нибудь не жучка заткнули, но, может быть, какая-нибудь программка, которая в наглую, ну, то есть специально, чтобы человек нервничал, да, то есть можно же хитро сделать что-нибудь хитрое. Да, ну такое, ну это надо стараться, а вот чтобы человечек понервничал, а давайте-ка у него устройство заблокируем, чтобы оно вообще в принципе не работало, типа микрофона. И у человека паранойя возникла по поводу того, что его там, на компьютере слушают. Ну, бывает такое, что вот действительно люди, занимающиеся политикой, они вот так внезапно, вот когда на съезде было, разговаривал по поводу, гибели Скрипецкого, и так как-то люди, да, вот меня, может, тоже убьют. Сидишь, думаешь, так, а что вы политикой-то начали тогда заниматься тут? Ну, понятно, политикой, а тут уже художников стали убивать. Вас-то и тем более подавно где-нибудь там заглушат. И потому что, ну, многие, например, те, которые политикой занимались, у них там уже в эпизодах и отравление, и, покушения различного рода были, и угрозы семьям, потому что, ну, многие, в общем-то, руки в ноги и так далее сделали не потому, что вот они против там войны были и так далее, а потому что конкретно в данном конкретном регионе там, наняли каких-нибудь бандитов, каких-нибудь не совсем, приличных людей, которые вот, ну, готовы были всякие плохие вещи сделать с людьми. И, в общем-то, именно по этой причине, в основном, большая часть политиков из России, она эмигрировала, уехали. А не потому, что там были какие-то преследования со стороны власти там и так далее. Ну, имеется в виду, что там типа коррупции, там еще всякие вот такие штучки-дрючки, да, там работать не давали выдвигаться там и так далее. Так что русским политикам, как говорится, так скажем, ну, они знают причины, да, что тут конкретно, ну, как в 90-е годы, несчастные случаи там происходят на каждом этапе. Там стоит попасть в больничку, и все, и здоровый человек оттуда не выходит. Ну, много таких вещей, на самом деле. Ну, возвращаемся к нашим баранам. Значит, первая тема моего сегодняшнего выступления — это Таргана. Ну, в общем, посмотрел я открытие, вот даже там Аригус канал, подрядили к тому, чтобы, прямые эфиры вести. И вот я что помню, я был на первой, по-моему, не на первой Алтаргане, которая в Бурятии была, ну, год 2006 или 2007. И у меня там, к сожалению, я вот отснял хорошее видео, интервью там, с людьми, ну, потому что это было
базовый лагерь располагался на поле за Верхней Березовкой, там напротив турбаза так называемая. Ну, раньше так остановка турбаза называлась. И там был лагерь. Ну, я туда пришел в наглую, по юртам начал лазить там и так далее. Ну, в общем, там со всех частей республики было. Даже, по-моему, немножко удалось с бурятами из Монголии поговорить. И все расстраивались, что я не говорю по-бурятски. Мол, как такой вот настоящий бурят такой, круглый, с большой головой, значит, типичный представитель, и по-бурятски не говоришь. Ну, я говорю, что это проблема общеполитическая, общебурятская, надо, говорю, на Алтаргане это дело ставить вопрос. Чем некоторых бурят в страшную дрожь. Я говорю, ну вот вы почему говорите на бурятском? Да, ну я его спрашиваю, потому что вы в селе остались, в среде языковой, да, а вот если ты в город там попадал, где, значит, даже преподавания на бурятском языке не было в 90-е годы. Я говорю, как бурятский язык было сохранить? Ну, они там переключались на старые сказки. Вот, родители там должны были выучить там и так далее. Но это люди, которые не сталкивались ни с педагогикой, ни с образованием, да, ни с кем, ну, в своей жизни не сталкивались никогда с русским шовинизмом. То есть в целом, естественно, что бурятский народ пострадал и от репрессий, и от всего прочего, от так называемого русского мира. И вообще нужно пора вот эту концепцию поменять, что только вот репрессии, они там 30-е годы были. Вообще-то надо расширить, что это с 17-го года началось, как только, да, может, до этого еще и раньше, когда Столыпинское отребье там вот это, значит, понаехало, да, когда землю у западных бурят и восточных в Читинской области там отнимали в огромных количествах, в огромных масштабах. Да, сгоняли в эти, как его, в резервации по типу там Агинского автономного округа и так далее. Да, это же такие не очень хорошие земли для скотоводства. Все лучшие пастбища, они там остались за пределами. И тут естественно, что, конечно, ну а что было дискутировать? Ну, видно, что люди необразованные, там многие вот действительно для них радость там приехать на где-то вот пожить там в юрте, короче, ну, костюмированное, естественно, шоу там и так далее. И, в общем-то, ну, тогда еще вот люди восприимчивы были, так скажем, на диалог шли по этому поводу. Сейчас я не знаю, как состоят обстоятельства, да, может быть, там, благодаря деятельности, значит, бурятских иммигрантских организаций, значит, ну, чуть, может быть, русский Ваня, так скажем, русский босс Цыденова там немножко раскошелился, дали чуть больше ЛВМ, ну, может быть, там вот этим всем балагурам, вот этим, всем вот этим, значит, мастерам бурятского языка, там, ну, сказали мы там, подзолотим вас, там, надо вот так провести, чтобы вот, чтобы одновременно и бурятские чувства, так скажем, не задеть, да, национальное, ну и одновременно вот массу подготовить, так скажем, под украинские танки, под украинские дроны. Об этом тоже вот не нужно забывать. Ну, это вот, конечно, бросается по словам Цыденова приветственным, который вот он сколько, ну хотя бы пару строк бы выучил по-бурятски. Чушь какой-то там начал нести, что мы там буряты, боевой. Да ты-то какой бурят, ну елки зеленые. Ну да, ну конечно, ты там значки, медальки получаешь для того, чтобы русскую пенсию потом иметь повышенную, там на 2-3 тысячи побольше. Ну понятно, что сейчас над Цыденовым вполне возможно, что кресло-то затряслось по той простой причине, что как это вот упустили, значит, упустили вот бурятосов там, один, значит, в Чите сидит, в этой, как его, господи, Чите, говорю, в Корее, другой, значит, в Варшаве, там куча вот этих девиантов по типу БНД, там, значит, укатила, значит, в Соединенные Штаты Америки, там балагурят, значит, да, ну вот как-то вот распустил Цыденов, значит, да, ну вот могут, кстати, это могут ему предъявить, этому нашему балдыру, значит, что вот пожалел, да, пожалел. Надо было раньше садить, там посадки должны были быть. Ну, а вот мой кейс, например, это же пример, они же вот либо убить меня хотели, либо засадить. И вот хорошо меня там, значит, видимо, ну что-то спасло, может быть, вот это истина бурятская, там сидели, значит, в этом следственном. Ну, попало дело так просто к бурятосам, короче. Они почуяли, что это, ну, это, либо им погоны дадут, либо, значит, посадят. Например, ну это они, наверное, решили, что ну, намеками, так скажем,
Халтарову там, чтобы ручки в ножки, Халтаров бы, как говорится, это живой остался, да? Тоже может быть такой вариант, кто его знает. Хотя, может быть, вот эти поганцы из прокуратуры, вот это говно все, в том числе западно-бурятская, да, вот эти вот все люмпины-комбедовцы, о которых я там говорил, да, которые пометуют вот это свое говеное свое прошлое, когда там тащили имущество приличных бурят, эти все потомки этих голодранцев, пьяницы, вот этих вот отребья этого всего, да, которые там, ну, ублюдков, которые вырожденцев, да, которым советская власть дала там возможность девок забрать, значит, приличных там от них получить потомство и так далее. Вот они же пометуют, это же из поколения в поколение одни и те же манкурты там сидят. Ну и вот, и я вот сижу, значит, смотрю на сайте, значит, Культурмы, значит, International Buryat National Festival, Алтаргана 2026, State Autonomous Cultural Institution of the Republic of Бурятия, Republican Center of Folk Art. Ну, то есть специально конторку даже создали, через которую, видимо, бабки проводят. То есть вот как Министерство культуры раньше, видимо, прямые какие-то гранты там выделяли каким-то организациям, а сейчас они сделали, ну, коррупционную структурку, да? Republican Center of Folk Art, короче. Арт. Что это за организация, непонятная, напишите. Но я так подозреваю, что это вот очередная там отмывочная контора по типу там, ну, куда вот с бюджета там денежки спускаются, а она уже там эти денежки пилит на различные там, и каким-нибудь казачишкам сейчас перепадет, там еще всяким, значит, вот этим бездельникам, которые кормятся, значит, от этой системы, от Гитпропа. Ну и вот, значит, с 1 по 5 июля в Бурятии от Алтаргана, значит. При этом локация, если раньше вот это была конкретно одна точка, я помню, да, вот эти все мероприятия в этнографическом музее проходили, плюс вот какая-то часть мероприятий, видимо, там стреляли и так далее, она была на вот этом поле напротив турбазы, да, то теперь огромное количество локаций. Я такой думаю, ага, хитро. То есть логика в чем? То есть это опять как вот в совке приехал, выступил, короче, потом там тебя перевезли на другое место, там выступил. И в итоге люди вот эти вроде бы 5 дней все вместе, да, находятся. Там на, значит, сцене, вот этот стадион, да, который относительно недавно там выстроили на улице Свободы, которая, да, находится там. Я не знаю, что сейчас там находится поблизости. Там рядом стадион БГУ еще вроде был. Может быть, там достраивают как раз северные корейцы вот это здание для кукольного театра Ульгар. Если не достроили, напишите в комментариях, как там что изменилось. И в общем, гляжу я эту прямую трансляцию, но людей маловато. То есть, и вообще я так заметил, что на бурятские мероприятия что мало бурят-то ходят. Я вот не знаю, в чем причина. Билеты, ребята, дорогие или что, или там система безопасности, или может быть там отсеивали, значит, по национальному признаку, может быть, каких-то представителей. Я же вот писал до этого о том, что бурятским националистам, значит, активно участвовать, то есть прогон такой, участвовать в Алтаргане, это обязательно. Участвовать для того, чтобы вот сейчас еще несколько дней осталось, пожалуйста, там появляйтесь, проводите агитацию. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. То есть вот это нужно проводить, показывать на примере о том, что чего мы лишаемся, да, вот говорит этот, значит, Цыденов, что буряты такие боевые народ, мы всем там типа народам России что-то там доказали. Где? Мы в Бурятии вообще ничего не держим. У нас своих собственных кланов, вот о которых они там рассказывают, эти еврейские, семийские, там, семитские там и все прочие, рассказывают где-то в интернете, там, значит, где-то в Москву ездят, там плачутся и так далее. Но этого нету, никаких бурятских кланов мы не видим. То есть есть самозащита бурят от русского шовинизма при устройстве на работе. Это да, это есть. Это действительно, зачем я буду какого-то вонюшку брать, когда у меня есть не менее способный бурят.
например. Ну, конечно, для ванюшек любой бурят, он будет тупой, а для евреев, ну, наверное, будет скупой. Но я хотя говорю тем же евреям, которые там в Бурятии находились, у вас же есть государство Израиль. Да вы в любую европейскую страну можете репатриироваться. Так, в те страны, которые проводили там еврейский геноцид, Шоа, так называемая Германия охотно принимает и так далее. И все более-менее вот эти вот, ну, деструктивные, вот эти все дегенеративные евреи, которых там Израиль не принимает, да, ну, в силу там отсутствия там приличного происхождения и так далее, что там поколениями это воры, грабители, убийцы и все прочее, которые там у нас оказывались. Мало уже осталось тех евреев высокой культуры, значит, которые там подверглись в свое время в Европе, значит, светочу Гаскалы, которых обучили, значит, которые вот были врачами там и так далее. Ну, то есть все еврейские профессии в Бурятии заменили буряты, никакие не русские, там, не украинские, не все прочие, а именно бурятские. Да, гинекологи раньше евреи были, там, нету сейчас, зубные врачи, то же самое. Да, там инженеры какие-нибудь, тоже буряты стали, наука, то же самое. И в этом ничего удивительного нет. Я помню, в Москве об этом говорил как раз еще в 2006 году. Там, значит, сейчас уже, наверное, доктор философских наук, очень талантливый молодой человек. Он говорил, ну да, буряты же это, конечно, буддийская культура, там должны учиться и так далее. Я говорю, это не буддийская культура. Это только, ну, как бы 15, может быть, 20%. А по-настоящему может быть 5%, которые, ну, условно говоря, вот водоцаненные, воцерковленные, которые там тексты буддийские читали и так далее. Это маленькое количество на самом деле. И они как бы так окукливаются, то есть они вот дальше в эту, в буддийскую, в традиционную уходят, там не занимаются науками современными и все прочее. И при этом как-то вот я вижу, что они пропагандой не занимаются. Вот, например, могли бы при Санхе создать там, значит, какой-нибудь центр защиты бурятских интересов, например. Да? Ну, как-то по-хитрому его обозвать, там они же умеют мимикрировать, да? Ну и где бы любой бурят мог там юридическую защиту, например, хорошую получить. И для этого там этих буддийских лам, ну, следующее направление, там юридическая наука, например, обучать, короче, конкретно, чтобы из них хорошие адвокаты получались, там хорошие, значит, защитники, юристы и так далее. Это же надо сделать, надо сделать. И вот возвращаясь к этому, значит, расписанию, так скажем, вот смотрите, понедельник, среда, например, 1 июля, да, 19 часов регистрация в Национальной библиотеке. Значит, во время, значит, регистрации там прохождение мандатной комиссии судейской коллегии по видам спорта. Ну, чувствуете, да? Ну, там потом с 8 до 19 отбор костей. Теперь сейчас это вот новомодное, значит, это битье костей. Ну, то есть это действительно что-то вот, например, не пулевая стрельба, например, да, или не стрельба на коне, например, с лука, да, боевого какого-нибудь, например, да, или там, например, конкурс чеканки, короче, да, чего-то там, например. Ну, вот собирают бурятских кузнецов, например, ну, и они там оружие куют, например, ножи какие-нибудь бурятские, да, условно говоря. Ну, нет, давайте лучше вот косточки будут колотить, там, вроде как это азартно, популярно, там, и так далее. Причем основная суть-то это забыта, для чего, в принципе, это делалось, да, потому что, когда русские пришли, то есть ванюшки-то еще не знают, да, подоплека, что бурятам были запрещены боевые сборы. Любые вот эти облавные охоты, там, значит, выделка, значит, боевых стрел, выделка, значит, хуяков, так называемых, да, панцирной кольчужной брони, например, да. То есть, вообще, в принципе, кузнечное искусство бурятское, традиционное, она с того момента сдеградировала, фактически умерла. И это привело к тому, что, в общем-то, ну, бурят до середины 18-19 века вообще не заставляли зерно платить. А налоги, а вот, например, те же башкиры и татары, которые, в общем-то, ну, большую часть, в общем-то, рациона, по-видимому, добывали за счет возделывания полей, там, различного рода, да, то им пришлось очень худо, потому что наряду с ковкой оружия ковалось в том числе плуги, ковались там
каких-то сельскохозяйственных вещей и так далее. И там же геноцид-то начался вот именно с этого, из-за того, что не хватало на всех пищи. И кто его знает, может быть, буряты как раз в этой стадии перехода к оседлости находились, и русские ее прервали, это вынужденно. И за счет этого, конечно, поскольку буряты были довольно мощной доминацией, так скажем, в нашем регионе, привело к тому, что, значит, ну, какие-то сибирские вот эти лесные народы, они просто вымерли за счет того, что буряты проводили, так скажем, незаконную какую-то деятельность, там, по спаиванию населения и так далее. Ну, каким-то образом там дичь добывать-то надо, и, в общем-то, это менная торговля, которая издревле существовала между лесными жителями и бурятами, она, в общем-то, ну, привела к тому, что, скорее всего, буряты начали спаивать население, потому что, ну, дешево там той же водки нагнать при избытке, значит, молока или там при испортившемся молоке. Ну, в общем, просто там гектара 2-3 каждая семья могла и засеять и деревянными всякими мотыгами и все прочее. В этом-то никакой проблемы не было, но спиртовую продукцию, так скажем, перегонный куб буряты знали, и, в общем-то, это привело, скорее всего, к тому, что многие вот эти мелкие племена, там, которые жили по лесам, они, конечно, скорее всего, вымерли из-за бурятской активности, которая случилась из-за того, что русские ввели колониальные порядки, и вот эти игры с костью тоже появились как реакция на это, да, ну, то есть вот, так же, как вот эти йорданские игры, да, мне понравилось, возникли не потому, что там буряты решили собираться, да, и, кстати, я не знаю, сейчас йорданские игры вообще проводятся или их упразднили, да, потому что вот то, чем там буряты занимались, это четко напоминало мне фильм «Храброе сердце», да, где вот там, так скажем, шотландцы, ну, это выдумано, безусловно, было, там, что вот они камни кидают, там, и так далее, то есть, я помню, один бурят там интервью давал, вот, мы камни кидаем, еще это просто сцена тупо из «Храброго сердца» была, короче. И, видимо, я про это тоже писал в году 17 или 18, и, видимо, вонючки-то заметили, что буряты их там долго дурили. И что-то я вот в последнее время про йорданские игры вообще не слышу. Проводятся они или не проводятся, напишите в комментариях. Ну и вот дальше, значит, что там идет с 18:30 по 21. Рок-мюзикл «Бальджан Хатан» Жалцанова. Ну, привлекли, естественно, всю вот эту, значит, катавасию, в том числе там с использованием театра, оперы, балета, там, бурдрамы, русской драмы и так далее. И вот смотрите, да, то есть разные локации, вот эти разные группы, которые, ну, приехали выступать, например, да, вот они не на одном месте находятся. Почему бы это вот не провести, условно говоря, целый день на одном месте, для того, чтобы люди, в общем-то, общались, там, микрокоммуникация происходила между разного рода бурятами, да, чтобы делились между собой информацией, как в других регионах, как там нас русня давит и все прочее. То есть неизбежно эти вопросы так или иначе в бурятской среде будут ставиться. Да? Я помню, вот, например, подставился бы вопрос, да, Цыденову, где ипподром? Где в городе Улан-Удэ ипподром, куда дели? Почему вот при Наговицыне отдали на откуп каким-то непонятным еврейским, да? Еврейские там на 10 или на 5 проектах там стырили огромные деньги, больше миллиарда. Ну и что, и чем закончилось? Да ничем. Ну, потому что бизнес такой, ну, бывает, да, бизнес банкротится. Ну и все чисто, ну, кто-то там сел на 5 лет. А денежки-то полноценные еще по $30, по 30 рублей куда-то же выведены, правильно были? Кому-то, конечно, там и ручки позолотили и все прочее, ну и не исключено, что этого человечка, которого на парашютике туда в Бурятию спустили, он такой, ну, специальный. Да, а чем это не проявление русской колониальной политики? В итоге мы Сурхарбана не имеем нормального каждый год. Что там в центре города, там же не будешь бараны резать. Я помню, там какая-то из такая мелкая, картавая, по-моему, что ли. Там где-то, ну, буряты традиционно резали баранов, тут же там, значит, чтобы там бухлер сварить и все прочее. И эта дурочка там бегала, орала, что нельзя забой проводить. Ну а как, ну все буряты, все знают, как овцу режут. Сами, может быть, кто-нибудь поучаствовал в этом таком. Ну вот, не оскорбить чувства вонюшек там или еще каких-нибудь зоозащитников, каких-нибудь зоошизофренов, например, да. Вот их диета вот санитарные нормы нарушает, да. И вот эта дурочка бегала, да ты бегай лучше этих лечи.
За шизу, которая там этих собак разводят в невероятном количестве. Не стерилизуют их, не знают, что с ними делать, потом доводят до такого состояния, что они там друг дружку этой собаки начинают есть, потом там на них натравливаются другие за шиза и так далее. Вот в первую очередь их надо лечить. Вот эту всю шизофреническую часть, которая собачками бегает там, да, а буряту умирающему даже руку они не протянут. Ну, это зоошиза, это зоонацизм это называется. Зоошиза это не просто, это все русские нацики. Это зоошиза. Это 100%. Это вот как тождество, да. Ну и вот дальше, значит, там какие-то театральные конкурсы, короче. Ну прям как греческая олимпиада давнишняя, да. Вот. Взвешивание борцов в четверг, значит, было, да, вчера. Что там, предварительные соревнования по стрельбе, стадион БГУ. Предварительные соревнования по разбиванию хребтовой кости, значит, на центральном стадионе. Ну, это рядом как раз. Открытие конкурсов и юрточного городка фестиваля. Визит официальных лиц в юрты регионов и стран. Какие юрты? ГЭР. Физкультурно-спортивный комплекс. Значит, прохождение мандатной комиссии судейской коллегии по конным скачкам. Значит, и поддром Янгажинского Дацана, Волгинский район. Что за Дацан? Сейчас посмотрим, это где. Ну понял, это Варангуэ, который построили, ну понял. Значит, предварительные соревнования по стрельбе из лука по сурам, предварительные соревнования по шатар, значит, Дом спорта БГУ. Конкурс бурятской эстрадной песни с 10 по 17 и в то же время конкурс фольклорных коллективов Бурят Куней. Но в разных местах. Или нет, или в одном. В разных. Ну, то есть, смотрите, конкурс бурятской эстрадной песни проходит, значит, в оперном. А конкурс фольклорных песен происходит, значит, в бурдраме. Ну, как так? То есть, публику разделяют сознательно. То есть, чисто вот эта Алтаргана 26-го года, да, ну, не 5 дней проводите тогда, 10 сделайте так, чтобы накладок не было, что бюджетов мало вам выдали. Так надо написать, сказать, что мы противодействуем бурятскому национализму, значит, там, интернационализму и все прочее. Дадут денег больше, но всех надо подключить там, значит, и так далее. Меня можно было подключить, я бы, может быть, там пару зданий заминировал предварительно, так скажем, да, ну, условно говоря, что я шучу, конечно, никто бы не стал этого делать, дураков нету, поэтому вот тут, естественно, что намеренно это делается для того, чтобы создать, так скажем, материал, естественно, там пишут, записывают и так далее, чтобы потом отчитаться. Вон, смотрите, бурят-то не унижает, мы же вот и денежек дали на конкурсы, и там это, и, вот, и танцы, и пляски, там, и все прочее. Ну, в чистом вот этом стиле советского вот этого соцреализма, значит, да, вот этих агитпропа, пропаганды, там, значит, да. Сейчас, может быть, немножко подучились у китайцев, там, у северных корейцев, чтобы там буряты с довольными лицами ходили, там, и так далее, чтобы там, ну, приехали, там, поучаствовали, там, значит, отдохнули, может быть. Немножко кто-нибудь там даже напился, может быть, там кто-то даже и познакомился, и там, значит, сделают по этому поводу какие-то вещи. Но на самом деле любая алтаргана, надо понимать, с чего она возникла. Это возникло из травмы монгольских бурят, когда у монгольских бурят увели всех мужчин старше 14 лет и уничтожили. Да, и вот эта вот трава алтаргана, которая произрастает, это вот как символ этого, да, вот этой трагедии стал. И сейчас вот этот момент абсолютно забывается. Вместо того, чтобы следующие алтарганы ставили вопрос о признании геноцида бурятского народа, совершенного русским миром, Сталиным там, и так далее, неважно, можно любую другую формулировку взять, да, все это вот к театральным этим всяким мистификациям, театральным, значит, этим проектам там и так далее. И в итоге это все, ну, вот так картинно, эстрадно выглядит, все эти псевдокостюмы, да, ничего
современного бурятского нету. Ну, до сих пор бурятского костюма нет, до сих пор бурятских вот этих, как его, норм нет определенных. То есть бурят не перемерили, например, по полнотным группам и так далее. То есть по нам, по бурятам нет разметки даже, да. Потому что мы антропологически же не вонюшки, мы антропологически не какие-то там, значит, европейцы и так далее. То есть по нам нужно отдельно проводить мерки, снимать и все прочее. Вот даже банально вот этим вопросом никто не занимается. И это можно было поставить на алтаргане для того, чтобы в конечном итоге перемерить там десяток тысяч бурят и выдать соответствующее. Что вот у нас носки должны быть такого формата, значит, трусы такого формата, там, женская одежда, женское нижнее белье такого формата и так далее. И китайцы охотно это все отошлют в Юго-Восточной Азии там, и так далее. То есть надо свои собственные бренды внедрять, а не так, как это сейчас там ушлые вот эти, значит, потомки Хуатяо делают, там, перепродают то, что там, значит, сделано под внутреннюю Монголию и так далее, под видом каких-то новых бурятских брендов. Ну, а что придумывать? Просто тупо переторговля, да? То есть компрадорского такого типа, когда там, значит, находят вот эту под видом, ну это как этот Минисо такая контора есть, где-то чисто китайская, там 200 или 300 магазинов, значит, где-то в Китае, и там 1-2 магазинчика типа в Японии, да, и при этом там то ли основатель, то ли он этнический кореец, то ли китаец, там непонятно, ну в общем ситуация до более смешная о том, что, значит, своего ничего нет, да, но мы просто под своим видом, там, дурачком, там, в 10 или в 15 раз дороже перепродаем, да, ну, потому что понятно, что на бурятке оно сидеть будет лучше, потому что размеры-то какие, северо-монгольские же. Так, ну и дальше вот смотрю, что там будет, условно говоря, сегодня что было. Сурхарбан, значит, Бухэ-Барилдан, Харшалан, Шагай-Наадан, Шатар, короче. Все вместе. Конные скачки, там, я не знаю, правда, на сколько километров они там, ну, может быть, там пару кругов дают, может, 100 километров. Конкурс исполнителей, значит, продолжение эстрадной песни. Я уж не знаю, там, я думаю, вся эстрада уж перемерла давным-давно, что там они, моего возраста уже все бабушки, дедушки там и так далее, что там им петь. Значит, продолжение конкурса журналистских материалов, Алтансак, видимо, что-то нужно было, потому что мы же вопросы задаем, а где бурятская журналистика, например, да? Где там что на бурятском языке пишется, там что, буряту Нэну уже давно не хватает, ну вот отчитаются, значит, перед ОБСЕ, перед ООН, перед другими организациями, там приедет очередной дрессированный бурят куда-нибудь в Нью-Йорке, будет выступать, короче, естественно, они все это красиво подготовят, там загонят, короче, в нужные места, там где-то ручку подзолотят каким-нибудь социалистам вонючим. И они скажут, да, по бурятам проблем нет, хорошо живут, вот видите, если плохо жили бы, не танцевали, не плясали, правильно? Правильно. Ну и все. Что там, на субботу, вот смотрите, Сурхарбан будет, Шатар полуфиналы и награждение. Интересно, кто выиграет, тоже интересно. Юрточный городок, выставка, продажа. Вся Бурятия. Вот пропуск. Выставка, продажа. Вся Бурятия, короче, всю Бурятию будут продавать. Физкультурно-спортивный комплекс, улица Рылеева, 2. Значит, детская развлекательная программа, площадь Советов. Расширенное, говорят, заседание организационного комитета 16-го международного бурятского национального фестиваля Алтаргана. Надо же слово национальное оставили. Ну, это для европейцев, естественно, для этих. Чтобы, ну, смотрите, там, не подавляем же ничего, нет уже там этого. Ну, да, ну, подумаешь, там, ресурсы украли, золото, там, уран, нефть и так далее. Ну, а что, ну, зато пляшут. Девки-то пляшут, ну, и там еще часть бушлатится. Разрывают на кусочки украинские дроны дурачков. Ну, это же по собственной воле. Вот и в Юшково пишет, что основная мотивация это денежная. Наемники, значит. Эти, как его, авантюристы. Понимаете? То есть не загнали их в условия такие. Ну вот, пожалуйста, вот для чего эти антивоенники все и нужны были. Ну и завтра же будет торжественная церемония закрытия, значит, Бурятского национального фестиваля. Ну, мало ли там что случится там. Мало ли, может быть, готовят провокацию. Так что вот осторожно на таких массовых мероприятиях, потому что мало ли там какого-нибудь там зарядит дурачка, короче, ну, психически ненормального. Он там будет выкрикивать, там, Бурятия для бурят, бурятам бурятская власть. Бурятия это Енисея Дамура. Может быть, даже моя визитка там найдется.
у этого человека. А то мало ли, ну, готовят, может быть, что-то, знаете. Мы же знаем, что вонючки в этом деле, в деле провокации, они мастаки. Сколько провокаций уже было сделано, да? Так что внимательно люди. С другой стороны, может быть, правильно, что буряты чувствуют, что лучше денежки копить на иммиграцию куда-нибудь в Китай, в Соединенные Штаты Америки, в, значит, Монголию тоже, да? Тоже не исключено, потому что, ну а как, в Монголии подешевле жить, например, да, ну если работа есть там и так далее, там, что перебирайтесь в Монголию, ничего страшного нету в этом. Единственное, что, конечно, работа слабовата, но как то место, в котором можно на какое-то время перекантоваться, значит, вот это, чтобы паранойя вся выветрилась, тоже можно. 5 июля, в воскресенье, отъезд гостей и участников. Ну, в общем, ситуация такая, разделяя и властвуй в чистом виде, это даже вот просто, да, ну, не 5 дней, 10 дней проведите, дайте бурятскому народу самому решить там, куда ходить, да, то есть одна толпа бы пошла на эстраду, послушала в один день, другая бы толпа пошла, значит, это, ну, растянуть можно было абсолютно. Но для чего делается так все скомканно? Для того, чтобы, во-первых, поделить публику, чтобы ты туда, ты сюда шел, и для того, чтобы перестали буряты общаться между собой. Ну, часто там бывает, что между собой все буряты так или иначе знакомы, но логика в этом как раз. Чтобы провести мероприятие прогалочки, провести по бюджетам, короче, которые были выделены на это дело. Ну, там все нужные, там, скажем, люди, причастные к этому, подзолотили себе немножко ручку. Ну и остались довольны, так скажем, вся вот эта вот артистическая, эта вся среда, там немножко денежек бы срубила там и так далее. Но я считаю, что плохо, мало. То есть, я думаю, там опубликуется сколько бюджетов, я скажу, могли на 300, на 400 миллионов больше взять. Если бы там, ну, донесли о том, что вот надо провести такое мероприятие там, с целью борьбы там, с бурятским национализмом, значит, конкурс там, значит, интернациональная Бурятия, конкурсы, например, типа молодой балдыр, молодая балдырка, там, значит, я, мама, папа, значит, ну или там, например, значит, русская семья усыновляет бурятенка какого-нибудь, например, да, или там еще что-то в этом роде. Ну, то есть нужно было что-то такое вот патерналистское, так скажем, сделать вот это вот, или там, например, конкурс такой провести, казачий, да, а казачить это значит принести цивилизацию, например, да, ну, что-то в этом роде. Так что это, ну, давайте сейчас переключимся к тоже нашим фактически баранам. В общем, я 27-28 июня присутствовал на съезде народных депутатов. Это была 9-я сессия. И вот, значит, в первый же день там прозвучала бомба. Я не знаю, вы сейчас ее услышите или не услышите. Сейчас постараюсь подключить микрофон поближе. Есть вопросы? Мнения? Пожалуйста. Так, вот выступает Максим Кузахметов. Да, понятно, вот человек руку поднял. Слышно? По поводу одной проблемы, с которой все обязательно столкнутся, независимо от того, сохранится целостность или распадется. Меня зовут Максим Кузахметов, я петербуржец, активист движения «Свободная Ингрия». Спасибо. И тоже был муниципальным депутатом в 2019 году, но там жулики из «Единой России» переписали итоги выборов, поэтому формально не стал. Ну так вот, то, с чем мы все обязательно столкнемся, за время правления Путина, особенно за последние годы, появились сотни тысяч мужчин, которые развращены гигантскими выплатами. За что? За то, что они ездили и убивали, грабили украинцев. Миллионы россиян, тоже не надо питать иллюзии, считают, что на них напали, что вокруг одни враги, все зло вот от нас, собравшихся предателей. Они считают это искренне, в одночасье никакого прозрения не будет. Поэтому, даже если вдруг случится чудо, и вот мы все вдруг окажемся в своих регионах или даже в самой Москве у власти, то нет никакой гарантии, что буквально там на следующий день или через месяц не случится военный переворот, путч. И у нас есть прекрасный пример, это Германия. Потому что в 1918 году была капитуляция, Германия согласилась платить репарации, пришло к власти абсолютно демократическое правительство, веймарское.
армию было запрещено иметь крупную, колонии отторгли, и уже в 2020 году Каповский путч. Да, удалось его подавить. Но в 2024 году пивной путч снова удалось подавить. А потом все равно реваншисты, милитаристы пришли к власти сравнительно законным путем, захватили власть и устроили Вторую мировую войну. Поэтому в 1945 году победители не допустили этих ошибок и оккупировали Германию, и военные базы там есть до сих пор, а равны в Японии. К чему я веду? К тому, что эту проблему, ну, сейчас как дискуссию, но ее надо будет обязательно озвучивать, потому что правительство в изгнании прекрасно существует. Может быть, будет правительство в изгнании и Ингерманландии. Есть правительство Татарстана в изгнании. Но как вот обеспечить эту надежность и преемственность? Есть только один, я считаю, надежный гарантированный способ. Это размещение на территории России военных баз НАТО или ВСУ. Причем надолго, на десятилетия. Как минимум в городах-миллионниках. Это, по сути, оккупация, да, и я понимаю, что для того, чтобы открыто об этом говорить, нам всем нужна серьезная политическая воля. Это очень болезненный вопрос, это все не понравится избирателям, но другого способа я не вижу. Сейчас вот вне контекста, согласны или не согласны, но как минимум об этом надо говорить, потому что на любых выборах может победить вот прямо сейчас в России реваншист, такой собирательный Гиркин, фронтовик, который очень популярен, который очень понравится избирателям, будет говорить простые, понятные вещи. И единственная гарантия подстраховаться от этого, это вот, ну буквально, там много сил не надо. Это вот несколько батальонов в крупных городах, которые на случай военного выступления, мятежа смогут быстро среагировать. И это не наши с вами соотечественники, которые, сейчас мы знаем, силовики, там тоже сотни тысяч людей разворощены своими деньгами, и тоже они никуда не денутся. Коротко, вот буквально, не погружаясь там в миллион остальных деталей. Если есть вопросы, готов ответить. Ну, в общем, и это, конечно, привело к бурлению, всем известно, чего, русского мира, в том даже, ну, я бы не сказал, что на Скизе там есть представители русского мира, ну, там для них, это для одного или двух человек, это, конечно, было, там, значит, я скину потом под описание к видео тайминги, где вот это вот все происходит, значит, и, конечно, там тут же Латынина отреагировала, об этом, естественно, написала Сота, которые там присутствовали, ну, там, в общем, интересная там, значит, схема была на самом деле, потому что там, значит, следом выступил Угрюмов, Денис Угрюмов, который частенько у меня на канале присутствует, ну, мы взаимно, так скажем, у друг друга на канале в гостях. И он сказал, что я полностью поддерживаю Максима, лишь только разница, что оккупировать Россию должны мы, свободные там, значит, силы, там, Ингерманландии, там, значит, представители там других, значит, движений русских, так скажем, да. И логика-то, ну, в общем-то, их понятная, да, потому что на самом деле тут, как говорится, плохо знают ситуацию касаемо Веймарской республики, ведь возник коллективный Гитлер не потому, что там война Первая мировая была, а потому что были огромные репарации на, значит, кайзеровскую Германию наложено, да, с которой вот, ну, в общем-то, Веймарская республика пыталась, значит, расправляться, но там же в итоге, печатая деньги, да, при этом это привело к гиперинфляции. И естественно, что в сложившихся условиях, в том числе, огромную руку приложил Сталин. Не нужно забывать о том, что он на выборах, в которых в 1933 году победили нацисты, да, он запретил коммунистам Германии, коммунистической партии Германии, которая очень сильная была, у которой были свои собственные боевые отряды, между прочим, войти в союз с социалистами. То есть тут много таких факторов, которые, в общем-то, привели к захвату власти, так скажем, нацистами, да, сравнительно демократическим путем. И здесь такая же ситуация может быть вот на этих выборах, где там сейчас активно вражки вот собираются, значит, их проводить в декабре, да, этого года. И там тоже вот эти нацисты, да, Юльки Навальные, там, навальнисты так называемые, да, они тоже там же собираются участвовать, тоже вот это свое умное голосование толкать и так далее. И у меня почему-то такое смутное подозрение, что сейчас могут выстрелить коммуняки, да, и вот этот вот топливный кризис там и все прочее, короче, они на этом могут сыграть в своих регионах, потому что они же до сих пор достаточно мощная там агитационная бригада, эти бабки там и так далее, не нужно их недооценивать на самом деле.
И в этом отношении, в общем-то, Кузахметов, он правильную тематику вносит, да, я вот об этом тоже неоднократно говорю, что один из сценариев, когда мы, буряты, сами не поднимем оружие, да, в силу определенных причин, в силу там, недостатка, условно говоря, финансирования от коллективного Запада, да, а нужен минимум миллиард на подготовку, допустим, условно говоря, 1000 бурятских стволов, нужно порядка миллиарда долларов. И это финансирование в 1 год только. Понятно, что нужно как минимум 2 или 3 года для того, чтобы что-то слаженное подготовить, которое могло бы там на парашютиках с, условно говоря, техникой там 50-х, 60-х годов, купленные из частных коллекций, так скажем, на парашютиках спуститься где-нибудь под Улан-Удэ, скажем, там, на Сосновый Бор, на Девиску, там, значит, поднять определенное восстание, там блокировать Улан-Удэ, там все прочее блокировать, значит, высадиться где-то там возле Северомуйского тоннеля, значит, возле тоннелей там на этом, на тещином языке там и так далее, блокировать, а может быть даже и захватить сходу Иркутск, например, да? Сжечь его наконец-то, чего мы не сделали в свое время в 17 веке. Поэтому вот я говорю о том, что один из таких вариантов, когда просто мы как, значит, правительство в изгнании, там, значит, определенное там суглан бурятского народа, да, пишем письмо, ничтоже сумняшися, значит, председателю КПК Си Цзиньпиню с просьбой принять подданство, денонсировать все, значит, заключенные договоры, в том числе последние договоры о границе, значит, 2004 или 2006 года, который Путин заключал с Си Цзиньпинем, как неравноправный договор. Да, с Китаем, значит, потребовать того, что мы готовы, чтобы и внешняя Монголия, значит, стала неотъемлемой частью, значит, великого коммунистического Китая, например, да, затребовать такую информацию, скажем. Ну и просим ввести войска с целью, не с целью там распада Российской Федерации или чего-то прочего, да, а именно с целью защиты бурятского населения, как родственного, восточноазиатского, значит, рожденного, что мы и вы рождены на Хуанхэ, да, там наш великий первопредок, там, значит, все прочее. Тоже небу поклоняемся, да, мандат неба. Значит, мы, действуя там по мандату Тенгери, великого вечно синего неба, там, и так далее, просим вас, там, уважаемый Си Цзиньпинь, китайский народ, принять нас в лоно, значит, там, 51 или там 55 там официальных наций Китая, там тыры-пыры. Тем более, я не знаю, буряты может быть включены в этот список, кстати. И в этом отношении, ну, Китай ведет войска, значит, понятно, что все эти вонюшкнутые, значит, и манкуртизированные, и балдеризированные, они там поедут за место гастарбайтеров, значит, работать. В это время вполне возможно Центральная Азия поднимется, вот по проекту Кутаева там возникнет 2 миллиона стволов узбекских, в Москве там всю эту Рублевку перебьют, короче, там, значит, заедут нормальные квартиры, значит, семьи привезут. Ну, то есть снова Москва станет золотой ордой, короче, одной из там, значит, ставок. Так что ничего страшного в этом нет. Ну, снова русские там в болото пойдут, там грибы копать, коренья, там, значит, брюкву, там, репу, что они там жрали там до прихода немцев, итальянцев и вообще, в принципе, европейцев после реформ Петра Первого, да. Ну, вернуться к своему традиционному, так скажем, укладу. Вот они же сейчас все страдают по этому поводу, что традиционный уклад там и так далее. Ну, понятно, я говорю, конечно, воровать чужие ресурсы, продавать их европейцам и говорить, что это вот их великое достижение, ну, это, мягко говоря, смешно, конечно, да. То есть ничего конкурентного они не производят. Вот видно даже и перехватить вот эти украинские даже ракеты, которые, ну, я не знаю, по компоновке, наверное, 80-е годы, да. То есть это то, что там, значит, где-то разрабатывалось украинскими учеными еще в Советском Союзе, скорее всего. Вот теперь оно летает на 3000 километров. Баллистические, ну, нельзя сказать, что это баллистические, это все-таки тактические ракеты, да, скорость низковата. Фламинго. Вот видно, что уже, по крайней мере, одну отрасль, нефтепереработку, да, гидрокрекинг и все прочее, там загнали в каменный век. Скоро будут, наверное, вот эти двигатели появляться, которые на дровах, на угле работают, там, и так далее. А что, нормальная тема. Начнут сейчас переделки эти под газ.
например, да, вот. Тут-то, значит, предложение вот этого Дмитрия Медведева-то и пригождается как раз, да, в каком он году это еще говорил, там, в 10-м или каком, что надо на газ переводить, да. Так что вполне возможно, что сейчас начнутся вот эти всякие переделки и так далее. Ну, все равно бензин будет требоваться, там, по-моему, на баллон газа, там, на 30 или 40 литров этого газа, короче, нужно, по-моему, 5 литров все равно бензина для того, чтобы подзаводиться и так далее, потому что бензиновый двигатель, он стартует же с бензина. Да, ну и может быть машины сейчас, которые чисто вот конкретно здесь вот по Варшаве гоняют, например, такие Тойоты, короче, коробки новые, у них уже мотор чисто под газ придуманный. То есть там все уже интегрировано, так скажем, родное из завода. Ну ладно, и дальше перейдем к тоже третьему дню съезда народных депутатов. Там уважаемый Андрей Сарафанов, вот я сейчас тоже пущу, наверное, будет слышно. Он выступил с предложением о признании. С одной стороны, это очень правильный поинт, как говорится, и поэтому в первоначальной версии было слово «путинский», но в последующих дискуссиях с коллегами было сказано, значит, сейчас вот путинский режим уберут, а потом придет другой подобный режим. И что же, ваша декларация уже не будет, который будет точно так же себя вести, а может и хуже. Поэтому мы используем более универсальное определение государства. А вот из контекста последующего, это какое государство? А то, которое тоталитарное, которое делает вот такие вот вещи, которые сейчас. То есть Путин, нео-Путин, нео-нео-Путин, это все будет к ним применимо. Именно поэтому я так сделал. То есть куда ни кинь, везде клин. Тут ты на одной версии получаешь один вид критики, ты меняешь, ты получаешь другой вид критики. Ну, я просто призываю проявить понимание и все-таки проголосовать. Вот. Андрей, спасибо. Лариса Николаевна. Коллеги, Ну, там вот, в общем, это часть дискуссии. В итоге там бились за формулировку, и, в общем, я так понимаю, что съезд народных депутатов на 9-й сессии признал, в общем-то, ту же самую, о чем Украина в 22-23 году уже говорила, что Россия это государство-террорист. И на съезде народных депутатов они как раз строят другое формирование, Русскую Республику, значит, там долго копии били по поводу того, автоматически ли считать там республики, значит, в составе этой Русской Республики, или там как-то процесс должен быть, его там, в общем, неплохо высказались, значит, чеченцы, которые в этот на съезд были приглашены, в общем, и ичкерийцы, представители, значит, Ахмеда Закаева, да, Ислам Белокиев конкретно, и там присутствовал вице-премьер, по-моему, этого правительства Ичкерии, да, в изгнании за рубежом, так скажем, а не в изгнании, правильно говорить, что за рубежом. И, в общем, там определенные, конечно, есть подводные камни, но я всегда говорю, что мы никого не спросим. То есть не надо, вот, ну, понятно, что можно там дискутировать на какие-то вопросы, но в конечном счете любое национальное движение, оно вообще не должно ни на кого смотреть. Вот эти вот девки там и так далее, они, конечно, ну, почему вот у них так проработанных, разработанных этих девиц, да, у них вот почему все, ну, это с детства, с юности, да, когда вот росли, им все говорили, русские вот эти бабы, что они там все страшные, да, бурятки все страшные и так далее, естественно, там они волосы в белый цвет красили, вот этот вот макияж, вот этот развратный, да, самый что ни на есть, вот этот ужаснейший макияж, да, который они на себя делали, ну, то есть им-то казалось, что они красивые, выглядят, а на самом деле со стороны было видно, что ну, они свою азиатскую красоту уродуют, европеизируют, так скажем, да, то есть вот эти вот жертвы все, да, они из-за чего вот эта вот вся вот эта, значит, позиция этих вот балдеризаторов, так скажем, да, вроде как националистами себя называют, но в сущности это смешные националисты получаются, националистки.
если говорить в их языке, так скажем, да, и вот это оттуда происходит, от этих вот детских, юношеских травм, когда там их считали страшными там и так далее. Буряты, естественно, таких в жены не хотели брать, ну, и вот приходилось, так скажем, кто первый обратит внимание, так скажем, на них, ну, на того и это, ну, это там какие-нибудь омешки, вот эти русачки всякие там, на которых русские девки не смотрели, они говорят, ну, что, а как, баба не урод же, как говорится, да, ну, и возьмем вот такую. И в итоге у них вот и брак-то непонятный, да, то есть не то, что там, значит, ну, как вот можно заявлять, что у меня дети русские. Ну, это значит, что ты в семье-то никто, ты просто это, как его, как он, этот, сосуд, понимаете? Ну, как это можно заявить, если я потом называть бурятской националисткой, еще каких-то других бурятских девок, короче, курей, да, на эту тему-то, рассказывать всякие байки, там, всякую чушь, короче, вместо того, чтобы говорить, что надо в морду бить, что меня неправильно воспитали мои родители. Да? Ну, может быть, времена не такие были, там, может быть, они по шапке могли получить, и этого боялись. А так вообще кирпичами и ножами надо было. Как вот других буряток воспитывали, как вот той бурятке, которая надавала там этой нацистке в Новосибирске по морде, да, а не как вот эти вот бурятки, которые там родили, да, вот, инстинкт должен быть, защищать детей надо, а мало ли бы это, с кислотой бы плеснул и так далее. Надо было вдвоем напасть на эту, забороть ее, вот эти вот. Кости ломает, хотя раньше, я знаю, ну, говорил с людьми, я давно знал, что эта игра существует. Считалось неприличным, если женщина в мужских видах спорта участвует. Кости бить там и так далее, то есть это считалось крайне неприличным. То же самое, как уже взрослые там с детьми женщины не должны были йохар танцевать. Это страшно неприлично считалось в бурятской традиции. Ну, видите, как поменялось все. Ну, а у люмпинов, комбедовцев, конечно, у них же традиций-то нет никаких. У них все так, сяк, сегодня есть, завтра нету, там и все прочее. То есть, ну, вот это вот, люмпино-комбедовское. А чё? Сойдет, Как это вот у них там у всех бывает, короче. Я уж на своей жизни 42-й годик пошел, короче. Я уж насмотрелся на этих ребятишек, на всех, знаю, как они там. Потому что, ну, нету традиций, вы поймите. Если бы были традиции, как в Центральной Азии сохранились, как в других местах, например, как в той же ТВ сохранились традиции, да, все бы по-другому было, все бы держали в своих руках. Бурятия бы была для бурят, бурятам бурятскую власть давно бы обеспечили, Бурятия была бы от Енисея до Амура, никто бы не пикнул. И вот так вот и происходит, что на каждом моменте, на каждом элементе буряты сдают. Да? Потому что вот в данный момент времени им это удобно. О чем это говорит? Отсутствие традиции, отсутствие, незрелость политическая. Отсутствие, конечно, бурятского национализма. Нежелание его воспринять. Почему? Слабость – одно дело. Плохое происхождение – другое дело. И мало дорабатывают бурятские националисты. Надо больше. Надо больше. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Создавайте организации по всему миру, объединяйте организации в единый бурятский суглан и будем выбирать свое правительство в изгнании, бурят, которые находятся в изгнании за рубежом, с целью возвращения исконных традиционных земель. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Вместе победим. Всем пока и до новых встреч. Встретимся через неделю на волнах ИМИ Радио.